Радостные новости для всех любителей футбола в Осетии пришли из стана Владикавказской Алании. На пост главного тренера назначен Артур Пагаев. Всю свою игровую карьеру наставник барсов играл за Аланию. На протяжении многих лет Артур Пагаев выводил команду с капитанской повязкой на руке. Также он рекордсмен по количеству проведенных игр за клуб в высшем дивизионе чемпионата страны. Их было 289. Моя мечта, это мечта всей моей жизни, чтобы у нас снова был такой клуб, как в 90-е годы, чтобы люди ходили на самом деле на футбол, чтобы они болели, и чтобы на самом деле чаша нашего стадиона всегда была заполнена до отказа. И то, что сегодня назначили Пагаева, именно, я считаю, что это на самом деле победа всего осетинского футбола. Карьера Пагаева завершилась в 2007 году. Тогда он и решил осваивать тренерскую деятельность. 2 года работал помощником старшего тренера Анжи и еще несколько лет наставником Волги из Нижнего Новгорода. Свой первый матч под руководством Артура Пагаева красно-желтые провели в Кисловодске. С молодежной командой грузинского Терека барсы разошлись миром. Наши ребята активно готовятся к новому сезону. Сегодня на запасном поле стадиона «Спартак» прошла очередная тренировка. Конечно же, вся команда восприняла это с большим уважением. Все радовались, так сказать. С таким человеком работать — это только большой плюс для нас. Человек прошел очень большую футбольную карьеру, и поделиться таким опытом, это, я считаю, что бесценный опыт будет. Будем работать, всем понравилось, что его поставили главным тренером. В принципе, думаю, все получится у нас. Не так давно стала известна еще одна приятная новость. Алания Д обрела статус главной команды Северной Осетии. Теперь красно-желтые станут Алания Владикавказ. Это лишь первый шаг к возрождению национальной команды. Специалисты уверены, во главе с новым тренером молодых барсов ждут победы. Артем Балатаев, Батрас Пухаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.